А такого никто не ожидал. Всю полицию и управление подняли на дыбы. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного и интересного. В Таджикистане задержаны 2 сотрудника международного аэропорта Душанбе по подозрению в контрабанде 5,5 килограмм золота в Индию, сообщил источник в транспортной прокуратуре. По словам источника, Азамата Махмадшоева и Алима Джалалова задержали примерно 2 недели назад. Подозреваемые сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта. Они обвиняются в том, что попытались отправить примерно 5,5 килограмм золота контрабандным путем через пассажиров из Душанбе в Дели. Однако при прохождении контроля в делийском аэропорту пассажиры были задержаны. После этого задержали и сотрудников аэропорта, сообщил источник. В транспортной прокуратуре сообщили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 289, часть 2. Контрабанда, совершенная в крупном размере, Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 912 до 1456 показателей для расчетов. Один показатель для расчетов – 68 самани. Либо лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Между тем, в самом МАТ данную ситуацию отказались комментировать. Напомню, в начале сентября таможня аэропорта Дели в сети X, бывший Twitter, сообщила, что у 2 пассажиров из Душанбе изъяли почти 5,5 килограмм золота. В Нью-Дели в результате тщательной проверки и персонального обыска пассажиров индийская таможня изъяла 5 килограмм 488 граммов золота стоимостью 2,73 лаков индийских рупий. Это примерно 330 тысяч долларов. У одного россиянина и гражданина Таджикистана, прибывших из Душанбе, сообщалось в сообщении. Это не первый случай контрабанды в столичном аэропорту. Самые известные и крупные случаи контрабанды, когда международный аэропорт Душанбе пропускал тонны золота и миллионы денег. Об этом раньше рассказывали СМИ. Как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что, по сути, это ведь единичный случай, который выкрыли, а на самом-то деле их, наверное, намного больше, и люди при власти, которые имеют доступ, скорее всего, ним и пользуются такой-то возможностью, ведь у нас многие воруют, многие об этом знают и более или менее относятся к этому спокойно, потому когда человек приходит к власти, получает хоть какое-то влияние, на него это очень дурно влияет, как мы видим. И учитывая, что это не первый случай, который выкрыли, и не самый масштабный, и люди все равно не боятся на это идти, возможно, наказание не такое и страшное, как могло было быть. И нужно что-то менять. Как вы думаете, можно ли на это все повлиять? Ведь Таджикистан, да, действительно богат на золото, но мы много раз говорили о том, что вот Китай его вывозит, добывает и тому подобное. Но сами же таджики незаконным путем его вывозят, тем самым грабя собственную страну. Ведь 5,5 килограмм в учете золота это не так-то и мало. Как вы ко всему этому относитесь? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.